Момент столкновения мотоцикла и легковушки зафиксировала наружная камера видеонаблюдения. Дорожно-транспортное происшествие в Назрани, в результате которого погиб человек, произошло 15 июля приблизительно в 22:30 на перекрестке улиц Картоева и Бекова. По данным ГАИ, водитель Hyundai Solaris без номеров допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП в реанимацию были доставлены водитель этого мототранспортного средства и его пассажир. Впоследствии пассажир мототранспортного средства скончался, к сожалению. Водитель и пассажир этого мототранспортного средства управляли им без средств защиты, то есть без шлема. Опять-таки, вероятность большая, используя они эти средства защиты, этих тяжких последствий удалось бы избежать. 10 ДТП, в результате которых двое погибших, 21 раненых. Такова статистика дорожно-транспортных происшествий за прошлую неделю. По состоянию на 20 июля в текущем году в республике зарегистрировано 122 ДТП, в результате которых погибло 20 человек и 175 получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост количества ДТП и раненых в них людей на 40 и 33% соответственно. Вместе с тем число погибших в ДТП людей сократилось на 28,6%. Наиболее частыми видами ДТП в регионе является столкновение. 59 случаев, в результате которых 13 человек погибло и 105 ранено. 20 ДТП связаны с наездом на пешехода, где погибло 5 и 17 человек попали в больницу. 16 дорожно-транспортных происшествий из-за съезда с дороги. Наезд на препятствие, 12 ДТП, в результате которых пострадали 16 человек. Причины ДТП этих – это превышение скорости, несоответствие скорости конкретным условиям движения. Их 36 ДТП по этой причине, где 6 человек погибло и 41 ранен. Это нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, 27 ДТП, в результате которых погибло 2 человека и ранено 38. И несоблюдение очередности проезда. Также выезд на полосу встречного движения, 10 ДТП, в результате которых 4 человека погибло и 16 ранено. В 40 ДТП водители управляли транспортом, не имея прав. В 8 случаях в состоянии опьянения и в 6 ДТП, будучи лишенными прав управления. Что касается детского травматизма, за текущий год с участием детей в возрасте до 16 лет совершено 29 ДТП, в результате которых погиб один ребенок. Многие водители до сих пор пренебрегают детскими креслами, хотя их использование снижает риск травм на 70%. В прошлом году из-за этого пострадал 31 ребенок. 24 числа этого месяца в Джейрахском районе семья, двигаясь на транспортном средстве, в результате несоблюдения скорости, конкретным условиям движения, не справился водитель с управлением транспортного средства, совершил опрокидывание. Дети, соответственно, не были ни в детском кресле, ни пристегнутыми. В результате они попали в ДРКБ города Назрань, где в данное время проходит восстановление и лечение. В управлении госавтоинспекции МВД по Ингушетии призывают водителей быть бдительными и соблюдать ПДД, не выезжать на встречную полосу, соблюдать скоростной режим и обязательно использовать детские кресла при перевозке маленьких пассажиров. Помните, от вашей ответственности зависят жизни. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.